Перед началом просмотра обязательно поставьте лайк и оставьте свой комментарий. Они нам очень важны. Радио Азатлык. В Кыргызстане выборы, которые вызвали недовольство людей, закончились тем, что создали Координационный совет. Народ вышел на улицы и выразил свое недовольство, несогласие с тем, как были проведены и подсчитаны голоса. Ваша реакция на эти события? Мырат Гурбанов. Моя реакция очень проста. Народ Кыргызстана, он очень активный. Я ездил туда, давал тренировки, общался с людьми. Бываю там 1-2 раза в год. Они очень простые. У них гражданское общество, гражданская активность очень высока. Они за свою свободу и за свою справедливость будут бороться всегда, всю жизнь. Вот это их и толкает вперед. Вот эта активность, гражданская активность и гражданское общество, то, что нет у Туркменистана. У нас есть все природные богатства, красота, природные ресурсы, но у нас нет ни гражданского общества, ни гражданской активности. Вот у них ничего нет, но в душе они очень справедливые, в душе они активные, и это их спасает всегда. Поэтому я их поддерживаю. Они будут всегда активные, независимые. Они эту правду из тюрьмы вытащат, вперед поставят и будут за нее бороться. Радио Азатлык. Вы сказали сейчас одну очень интересную вещь, то, что есть у кыргызстанцев, и то, чего нет у туркменистанцев, гражданской активности. Почему так случилось? Вроде бы мы в одном регионе живем все. Ну да, конечно, есть какие-то различия в ментальности, может быть в традициях, но в принципе один тот же регионе и язык похож. Мырат Гурбанов. Я вам отвечу на этот вопрос. Мы раньше были в одной системе. В 1992 году, когда Ниязов, наш диктатор, забрал наше государство. Помню, я тогда работал в Туркменистане. Ты что хочешь делай, совершай преступления, делай коррупцию, не плати налоги. Это все прощается, но ты не лезь в политику. Это значит, ты не будь граждански активным, и ты не борись за гражданское общество. Вот с 1992 года у нас в Туркменистане уничтожали гражданское общество. До 1992 года мы были одной массой. Что в Кыргызстане, что в Казахстане, что в Туркменистане одни и те же люди, активные, такие же активные. Кто-то чуть-чуть быстрее, выше, кто-то чуть-чуть ниже. Приблизительно одного уровня. Было то же самое. Вот у кыргызов, у Кыргызстана вот этого нагнетания, угнетения не было. У нас с 1992 года начали сначала угнетать, в 1994-1996 сажать начали за это. Не дай бог ты где-то проявил гражданскую активность, сажать. В тюрьмах очень много людей пропало, наших родственников и так далее. То есть 28 лет свое дело сделали. Они в нас убили веру в братство, в справедливость, в активности, в то, что законам можно верить, чего нет у кыргызстанцев. Вот с этим мы сегодня, ДВТ Демократический выбор Туркменистана, народное движение борется, чтобы поднять гражданскую активность, справедливость и желание свободы у людей. Этого очень много у кыргызстанцев.